В рамках холста бывает тесно, хочется экспериментировать с материалами, с формами, с объемом. В основном я работаю с натуры. Если натюрморт, то ставлю дома. Если пейзаж, то, соответственно, я иду на природу, там, в город. Времени не хватает, каких-то задумок, эскизов, целые блокноты. Бывает, приходишь, и такое голубое небо неинтересное. Я тогда могу его желтым каким-нибудь сделать или вообще черным. Я делаю то, что вот нравится мне, и никто мне не указывает, что мне и как рисовать. Рисование – такое приятное, увлекательное занятие, такой способ общения с миром, взаимодействия с ним. Как так получилось, что в итоге я стала художником? Это моя мама, она увидела вот такие какие-то задатки, способности и отдала меня сначала в художественную студию во Дворце пионеров, а потом мой дядя Александр Овчинников, он художник-график, и вот он посоветовал ей отдать меня дальше в колледж Охремчика. Она отличалась, в общем, так скажем, она была из лидеров. У кого, так скажем, лучше всех получалось там. Если у нас же были такие простые вещи, мы рисовали, у нас был рисунок, там композиция, какая-то живопись, я не помню. И, так она, да, выделялась, конечно. Мне отец отмечал, говорит, вот эта девочка, говорит, интересная, вот у нее картины такие фантастические. Она тогда такие делала композиции свои, тоже фантастические, вот с этими метафорами. Это еще тогда началось. Я серьезно решил этим делом заниматься, уже, именно живописью, в 11 классе. Я даже собирался идти на инженера. Знаете, как многие по дружбе, там, с друзьями, с подружками идут в какой-нибудь университет или куда-то учиться. Так и я пошел даже на курсы, походил, наверное, 1 месяц, Белгут, Гомельский университет транспорта, и понял, что все-таки, наверное, это не мое, потому что все в тягость было, вот это физика, математика, языки, и я как-то так, схватила смелости мне, я это все бросил, так получается, на полпути, и пошел заниматься в художественную школу. Меня определили сразу на 5-й курс, так как я уже был взрослый дядька, там, наверное, чуть не самый старший в этой группе, которые там дети занимаются, потом которые они там еще дальше, наверное, занимаются, а я уже сразу, полгодика походил, попробовал, что такое акварель, что такое натюрморты с горшками, которые нужны для поступления. Я вообще не знал, чем я буду так заниматься, потому что мне нравилось само письмо, сама работа с материалом. Но ситуация получилась такая смешная, так как я уже большой дядька такой был, и уже так копии делал, там этих Левитана, Айвазовского, Поленова. Они получались так достаточно интересные. Я так уже чувствовал, что я такой мастер, можно сказать. Маленький, но мастер. И тут прихожу, а там такие дети, можно сказать, там по 13-14 лет. И они акварелью пишут так, достаточно красиво. Натюрморты там такие, и лихо, и быстро, и так. Я думаю, сейчас я как приду, как им покажу, как надо. Вообще буду там чуть не самый лучший. Как начал писать, ужасно. Я начал чуть не в депрессию впадать, что вообще не могу писать, не могу акварелью работать. Тот же рисунок, рисунком я, во-первых, не занимался, а тут эти кувшины, они все какие-то кривые. Они учились в академии вместе, и, наверное, познакомились там, у них много общего, они оба из Гомеля, вообще много общего по жизни там у них было. И учились вместе в академии, и как-то, в академии они как-то все друг друга знают, все общаются. Была история такая избушная у них, по-моему, что они там, папа за маму заплатил, что-то такое у них было. И они с этого момента вроде как начали общаться. Возможно, они там мне чего-то не рассказывают. Мы жили с Аней в общежитии при академии, а внизу был такой магазин «Двадцатка». И как-то вечером, как всегда, голодные студенты забегают в этот магазин. Аня взяла этот хлеб, там, или булку, я не помню, наверное, хлеб.
и начал его грызть. Ну, с голодухи, наверное. Приходит к кассе, а денег нет, а булка уже погрызена. И вот такая судьба вот так свела, что я сзади стоял, ну и заплатил за нее уже за этот хлеб. Она счастливо побежала грызть его дальше, наверное. И когда уже я заканчивала академию, я понимала, что мне, в общем-то, ну, для жизни мне достаточно скромные такие притязания, скромные требования. И, в принципе, я понимала, что мне не надо идти на какую-то работу, мне хватит уже вот тех денег, которые я зарабатываю своим творчеством. В студенческие годы она проявила некую такую, я бы сказал, яркую индивидуальность. Она уже тогда в студентах была человеком таким с ярко выраженным видением мира, своим. Если все как-то и на кафедре живописи, монументалисты проявляются достаточно позже, ближе к диплому, то, мне кажется, вот у Ани такое редкое свойство, сохраняя себя, достигать каких-то очень ярких, таких особенных творческих возможностей. В основном я работаю с натуры. Если натюрморт, то ставлю дома, ну там, мастерской натюрморт. Если пейзаж, то, соответственно, я иду на природу, там, в город или еду в лес, куда-нибудь в поле. Мне это вдохновляет, и я получаю от этого удовольствие. Если что-то выдумывать, есть такое, у меня как бы два направления. Такое писать с натуры, и так как я заканчивал в академии декоративно-прикладное искусство, то я в своих работах вот, ну, как подхожу более творчески. Это вторая часть моего творчества. Я так более делаю эскиз, там, делаю, немножко решаю плоскостно. И уже тот же натюрморт я уже делаю декоративно и как-то так могу перспективу нарушить, могу там вообще там цвета поменять, вообще все, что хочешь, могу сделать. Бывает так, что приходишь и такое голубое небо неинтересное. Я тогда могу его желтым каким-нибудь сделать или вообще черным сделать. И, соответственно, все остальное тоже подтягивать. Какие-то моменты могу реалистически написать. Землю там вообще с тюбика могу как-нибудь там, такие как что-то ван Гоговское сделать. Вот. Поэтому я уже, наверное, дорос до такого состояния, когда я могу с натюрмортами, пейзажем делать, легко обращаться и делать все, что мне интересно, то, что я задумал. Но диплом его такой достаточно сложный. Он, я бы сказал, невероятно чувственный был. И абсолютно отличающийся от того, что он сейчас делает. Ну, это же была роспись фигуративная, там, с мистическими какими-то элементами. Мне диплом его очень нравится. Он, может быть, не такой вот заметный был, но в нем было такое, как, знаете, в большой реке есть проявление глубины. Я был в гостях у начинающего коллекционера, и он, решив спросить моего совета, показал вот работы художников, да, которых мне неизвестно. И я сразу ему сказал, что ты не прогадал. Если в смысле коммерции, то ты вообще выиграл, потому что это еще были студентами ребята. Да, и Аня тоже, и Вася. Они были студентами. Он приобрел за какие-то небольшие деньги. Все, чем я занимаюсь, все равно это, ну, например, я не занимаюсь там какими-то совершенно посторонними, не связанными с искусством вещами, там, ну, я не знаю, там, спорт или что-то такое, ну, не увлекает меня, ну, может, к сожалению даже, вот, вообще этого не понимаю. Все мои увлечения, это все равно около искусства, все это вот, все это где-то там, в нем где-то там, да, то есть либо это там живопись, либо это книжная графика, может быть, или арт-объекты какие-то я делаю, или ну, тоже так время от времени ну, увлекаюсь анимацией, тоже какие-то в этой связи какие-то проекты бывают, театральные какие-то вещи. Сейчас вот будет, ну, правда, я там косвенно поучаствую, но даже вот мне приятно будет премьера вот это в Витебске, по-моему, 30 сентября. Спектакль по моим сказкам
когда художник фантазирует, да, то есть он способен фантазировать и создавать вокруг себя целый мир, понимаете? Он не только способен нарисовать там графику, да, на бумаге или живопись на холсте, он способен преобразить все вокруг себя, да, то есть это действительно мир инсталляции, который она делает, да, это все тоже продолжение ее темы, да, то есть она как бы воплощает мир Анны Селивончик только уже вокруг нас, да, то есть уже в предметах, в объектах, потому что образы, конечно же, очень схожи, да, то есть они все перекликаются из одного мира в другой. То есть это пример того, как творческая натура способна управлять мирами, да, то есть управлять ими и создавать их заново. И все мужские образы – это тоже портрет ее мужа. Ну вот мне кажется, что это очень яркий пример того, как она свою историю, вот эту свою историю своей любви рассказывает вот в таком многоликом варианте. Такой внешний образ Ани, да? Это тоже говорит о честном искусстве. Видите, она уже мало отличается от своих персонажей. Потому что, по сути дела, она немножко, может, и себя изображает. Вот. А так как мы знаем, что людям творческим, они могут одеваться и ходить вне моды, а придерживаться просто стиля, да? Поэтому такой стиль, я бы сказал, гламурно-художественный, именно такой феи, бабочки, у ней мотыльки – это часто и с крылышками, и люди, и животные на картинах. Поэтому это естественно. Так бывает, ну, часто, что мне в рамках холста бывает тесно, да, и хочется что-то такое вот, попробовать немножко новые какие-то, экспериментировать с материалами, с формами, с объемом, и тогда появляются какие-то объекты, инсталляции. Как правило, это делается конкретно под определенный проект, под определенную выставку. Аня шить не может, как-то так, ну она или не хочет, или не может. Получается, я в основном, она так выкройку сделает, я там или она обметает, а я уже потом на машинке, как там, знаете, раньше был этот фильм «Просто Мария», сажусь вечером часов 11 и начинаю вот. Бывает такое. Ну, конечно, она там пилить не пилит, я пилю, потом что там, ну, помогаю ей там что-то подкрашивать. Материалы бывают совершенно разные. Бывает, что я, ну, как правило, я использую текстиль, ну и любой совершенно какой-то материал это может быть, что-то такое я люблю. Какие-то старые вещи, давать им новую жизнь, какое-то новое дыхание. Это может быть что-то найденное где-то там у бабушки на чердаке, где-то там в деревне, у знакомых, что-то такое вот уже с историей, с какой-то своей вот темой такой, вот хочется ее развить, да, и обыграть как-то в новом свете. У Ани оно больше синтетическое такое искусство, потому что она переходит вот и в театр, и в книги, и в сказки, да, пьесы ставятся, то есть это понятно, да? Это вполне я вижу платок из Аниной картины, который может быть целый, да, платок быть. Ну, в любой. Это будет прекрасная коробка конфет подарочный, да? Вот. Василий, конечно, просится на стенку. Ну, что под рукой стоит, то как бы ставишь, составляешь. Но вот последний натюрморт, который я делал, такой большой, 1 на 2 метра, я специально покупал, шел в магазин «Скумбрию», купил, положил ее на газету и вот этот фрагмент туда вписал в свою работу. Потом бывает так, что ну, комсичку куплю, там тоже разложу ее и пишу с натуры. Там же ту же тараночку, там, если вот купишь, она такая живописная, ее там или подвесишь, или положишь. У меня как-то нет такого, чтобы вот я там конкретно задумывал. Тоже вот как Аня выставку задумывает и делает под нее. Я наоборот, я выбираю из того, что у меня есть, и делаю выставку, допустим. Там. У меня была банки, склянки, я собирал натюрморты свои такие, где не цветы изображены, а именно такие предметы бытового там обихода, какие-нибудь бетончики, там жбаночки, сухая трава, потом тумбочки, такого плана. Потом у меня была выставка с городскими мотивами. Я, соответственно, брал свои работы, которые у меня есть с городским мотивом, ну, там, темы подбирал, там, чтобы
как-то не было одно лето или одна зима. А в ближайшее время вот я хочу такую выставку сделать по своим путешествиям, потому что я в основном, так как пишу с натуры, я всегда с собой этюдник беру. И вот едешь куда, этюдничек раз, разложил, быстренько там что-нибудь написал небольшое. Поэтому у меня есть там много там и Венгрии, и Польши, и Чехии, и по Италии там какие-то мотивы. Единственное, что я бы сказал, мог бы ожидать от него, что эти этюды, они все-таки перейдут когда-то как бы в такое вульгарное слово, как картина. Потому что это все здорово, но ведь многие этюды расценивают как подготовительный такой, да, процесс. Но я это тоже прощаю ему, потому что когда я вижу, что это искренне, взахлеб делается, что он стоит посреди площади, куча зевак вокруг, да, подсказчиков, он не обращает на них внимания. То есть это такое честное искусство. У меня как-то давно достаточно появилась такая идея сделать выставку с этими вот старыми деревенскими наличниками, которые сейчас уже уходят в небытие, потому что многие убирают эти окна, ставят пластиковые. И вот у нас в деревне Надвин, это Реческий район, дома сносят уже, людей становится меньше, сносят дома, и вот эти наличники, ну, пишешь, раз, дом сносят. И вот я решил вот несколько этих наличников снять и забрать к себе в мастерскую и придумать, что там. Я не думал, что я буду туда вставлять, это как будет рама. Я думал, это ну просто так, на память взять. Потом у меня это было, как я туда использовал ее как такое, как обрамление для работы. Не как раму, а вот ну, вставлял меньше, там несколько штучек вставлял в эту раму. А потом уже вот где-то года 2 назад я сделал прямо под окно холст и написал такую, ну, тему такую, вот, герань бабушкина, такое старое окно называется. И у меня идея в будущем, где-то окон 15, когда у меня появится, я сделаю такую, думаю, интересная будет выставка. Василий уже давно заявил о себе вот именно как мастер пленерной живописи, да, как мастер, который прекрасно работает с натурой и прекрасно способен решить ту или иную задачу. И, на мой взгляд, сама тема пейзажа, которая действительно имеет очень глубокие традиции, да, в искусстве, она всегда прекрасный подарок. То есть это то, что всегда будет радовать глаз, это то, что всегда интересно, это то, что всегда художник выбирает и для своей души, и, соответственно, для души зрителей. Знаковая, любимая работа, это скорее вот у мужа моего есть. Он их не продает, откладывает для каких-нибудь там, я не знаю, юбилейных выставок, либо просто так вот для себя жалко ему с ними расставаться. У меня такого нет. Мои любимые всегда работы это что-то такое из последних проектов. Потом это мне ну, не то чтобы надоедает, не то чтобы вот как-то меня разочаровывает, но просто уже со временем кажется, что можно было это сделать иначе, лучше, вот по-другому. Ну, и это так даже и происходит часто, что какие-то я делаю ремейки на свои какие-то старые работы, либо какие-то к тем же темам возвращаюсь, но по-новому их решаю совсем. Мне кажется, вообще идеальная у них связка. Вот. Потому что ну, редко вообще явление в семейном творческом этом коллективе так гармонично существовать. Обычно какие-то есть нервные такие отголоски одного творчества там, с другим. Даже, я бы сказал, что элементарная даже зависть присутствует. А как я так вот, а ты лучше. Это естественно, потому что ну, личности творческие, они уязвимые, они, ну, я бы сказал, как-то больно реагирует на успех ближестоящих людей. Это не только имеет отношение мужа и жены, но вообще к сообществу творческому. Но вот здесь произошло такая, с одной стороны, ярко выраженная позиция, один занимается одним, и они не близки по своему творческому. Всего они вообще там, я отнес ее к такому к актуальному искусству. У нее очень концептуальное видение происходящее, очень остро она вообще видит
гротесково выражается в своих таких творческих проявлениях, то, допустим, у Василия оно очень такое ясное, понятное, но очень эмоциональное. Это вообще-то загадка, и, конечно, их могут заспиртовать в банку и стучать потом, потому что, как правило, такого не бывает. Вы же знаете, дети, они повторяют приемы родителей. Муж с женой, они действительно сливаются, да, и становится даже их трудно различить в творческом плане. И вот спрятаться бы и в мастерских или дома, да, у Селивончика и у Пешкуна, и посмотреть, действительно, доходят ли эти споры до потасовки, и вообще, есть ли просто они хвалят ли друг друга, ругают или критикуют. Потому что это совершенно радикально предположенные творческие пути, да? Но это и ценно, здорово, потому что все равно, как мы ни говорили, искусство ценно уникальностью. Бывает, мы балуемся теневым театром. Давно уже, конечно, этого не было практики у нас, потому что как бы папа не особо это любит, не знаю почему, ему это, к нему это не прижилось. Вот, я там читала текст, мама делала декорации, ну, это не совсем декорации, теневой театр, там она фигурки делала, фоны, там всякие разные штуки, вот, а я озвучивала. Ну, и мне это нравилось, мы благодаря этому ездили вот в Испанию, в Москву, в Питер, еще в разные города. Прекрасная семья, я бы сказал, приколисты такие, которые устраивают семейные перформансы, да, просто позитивно заряженные, да, и душевные люди. Они относительно недавно придумали интересную вещь. Вот. Они приглашают друзей, устраивают такие костюмированные шоу. Как бы. Потом делается фотосессия. Задача такая, что объявляется какая-то тематика вечера. Допустим, там вечер в стиле допустим, какого-нибудь 20-х годов, да, там, или в стиле цыган, к примеру, да, и каждый придумывает свой костюм, вот, или в стиле там космоса, да, вот, и как бы она способствует как бы творческой активизации каждого участника этого мероприятия, да. И очень интересно, я на самом деле никогда в жизни не планировал вообще придумать какие-то костюмы, но тут раз пригласили и говорят, вот обязательно ты должен просто придумать свой костюм, иначе просто не пустим. Я сижу вечером, может, наверное, часов в 10, в 11. Вот. Друг присылает мне на телефон статью, что, там, работу Пешкуна Василия Александр Григорьевич там подарил Владимиру Владимировичу Путину. Я прочитал это, так как-то вечер перестал быть томным и скучным. На самом деле, когда я работу относил, я не знал кому, что, ничего вообще. Поэтому я только узнал, вот друг прислал мне. А уже на утро начали там звонить СМИ, там какие-то вопросы задавать. Февральское небо или что такое. Я ездил в Петербург, вот какой там год, я уже не помню, 14-й или что-то в этом роде. Был мороз такой жуткий. Редкие случаи, когда было там солнце светило, голубое небо такое лазурное. В общем, он чем-то напоминает моего деда Семилетова, вот когда тоже человек восторженный природой. Вот он там рано встает, ездит писать, ищет пейзаж красивый, становится с этюдником и пишет. Одновременно я тоже так, у меня несколько таких полей деятельности. Сейчас готовлюсь к нескольким выставкам и тоже буду участвовать в осеннем салоне этого года, и к нему буду готовить сейчас такую инсталляцию большую. Сейчас нужно изыскать большое количество, желательно, старых чемоданов мне. Где-то. Желательно бесплатно. Потому что, как правило, все-таки такие вещи, как живопись, этим еще как-то можно в нашей стране, вообще заработать. А какие-то объекты, инсталляции, это, как правило, все просто у меня потом хранится в мастерской. Времени не хватает, конечно же. Это, самая такая большая беда моя и такое самое большое огорчение, это то, что, на все не хватает времени, каких-то задумок, целые эскизов, целые блокноты, они там просто пухнут и просятся на холст или куда-то в работу. Но как это все успеть, прям не знаю.